Высоцкий же был тоже нашим однокурсником. И я тебе скажу, черный ход. Фролов был аккордеонистом. Высоцкий на гитаре играл, а Гогичев пел. И настолько... Тогда вышла книга Ирод Фандер Кошта в новом издании. Мы всем подарили, им очень понравилось. И Высоцкому очень понравилось «Додой, Додой, горы родимые, плачьте безумно». И эту песню Гогичев запевал на гитаре. И Высоцкий тоже с ними, на аккордеоне Фролов, он артист МХАТа был. Останавливались педагоги и слушали, что за красивая песня. А Гогичев не хуже пел, чем Высоцкий. Ну, у Высоцкого другой стиль песни, чем у Гогичева. Гогичев был вообще великим актером. И вот когда Книпер Чехова в это время умер, на сцене МХАТа с веером она стоит в гробу. И Манюков был, помню, пришел в нашу студию просить партнер, спойте, говорит, горы родимые, Книпер Чехова. Причем тут наши горы родимые, причем тут Книпер Чехова? Нет, вы должны спеть. Гогичев, Высоцкий пошли, они спели эту песню. Зал привстал в МХАТе. Если бы этот снимок остался, ну кто тогда снимал? Вот. Ну, Гогичев был гениальным актером, он был всегда ведущим, и танцевал великолепно, и пел великолепно, и играл талантливо. В Северной Осетии его заманил потом Хугаев. Наших актеров туда заманили. И там тоже, конечно, прославился, там есть многие, кто расскажут. Шофера его обожали в Владикавказе. Только был предан сцене Гогичев, что он партнеру не допускал малейший промах. Как он сам играет, так же партнер должен был играть. И я в одном и том же месте опаздывала постоянно в женитьбе с Гогичевым. Ему это надоело. И у нас был стенной газет «Крокодил». И он меня так нарисовал. С рта летят какие-то мячики, разговариваю. Вот Гукаева перед выходом. Он настолько был аккуратен, он настолько любил аккуратность от партнеров, что меня, близкого друга, в «Крокодиле» выпустил, чтобы я больше не опаздывала. Вот. Так что одно удовольствие было с ним играть, с Гогичевым. И когда он уехал, для нас это была трагедия.